Нурсултан Назарбаев выступил с обращением. Бизнесменам придется внести средства в специальный фонд. В Нур-Султане пятизвездочный отель переоборудуют под больницу для зараженных коронавирусом, а в Алматы оцеплены несколько жилых комплексов. И сколько вам сказали вы сидеть так? 3 недели сказали. В Таджикистане проходит массовое празднование Навруза, работают развлекательные парки, проводятся соревнования по борьбе. Тем временем тысячи трудовых мигрантов не могут вылететь на родину из Москвы. 4-й день просто сидим на столе, нужно это. Голодный, никто не кормит, никто не скажет даже откуда вы, что вы здесь делаете. В субботу мир отмечает День людей с синдромом Дауна. 3 истории из Центральной Азии. 3 истории успеха, мужества, любви и героизма в эксплейнере Джазгули Гимбердиевой о солнечных детях. Современная медицина вообще против того, чтобы называть это болезнью. Приветствуется определение «особенный человек». В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Нурсултан Назарбаев призвал казахстанцев готовиться к экономическому кризису. Об этом он сообщил в своем обращении к народу. Первый президент заявил, что настают нелегкие времена по этому государству, и каждому гражданину страны предстоит жестко экономить на все. О чем еще говорил первый президент Казахстана, узнаем у нашего корреспондента в Нур-Султане Ернура Дозжанова. Ернур, привет. Расскажи, почему все-таки Назарбаев призвал население к жесткой экономии и как он это аргументировал? Привет, Шавкат. По сути, Нурсултан Назарбаев призвал население потуже затянуть пояса. Аргументировал он это тем, что эпидемия коронавируса в стране продолжает разрастаться, усугубляется это все, конечно же, финансовым глобальным кризисом и, конечно же, падением цен на нефть. Как итог, Казахстан ждут нелегкие времена. В связи с этим первый президент Казахстана отметил, что правительству необходимо разработать меры на тот случай, если дальше будет еще хуже. А казахстанцев призвал готовиться к жесткой экономии. Но скажу, что сложившуюся ситуацию Нурсултан Назарбаев сам называет идеальным штормом и даже вспоминает начало 90-х. А выбираться из этого кризиса, по словам Ельбасы, нужно сообща. Якобы мы все в одной лодке. Дальше предлагаю послушать отрывок из его обращения. На корабле у всех одна судьба. В это сложное время никто не должен оставаться в стороне от общего дела. Во-первых, правительство уже обнародовало свои шаги по облегчению нынешнего бремени служащих бюджетной сферы, представителей малого и среднего бизнеса. Но усилий одного государства недостаточно. Чтобы эффективно противостоять эпидемии и поддержать экономику, следует мобилизовать дополнительные ресурсы. Каждый гражданин должен внести свой посильный вклад. Фактически Нурсултан Назарбаев призывает казахстанцев финансово помочь государству в борьбе с коронавирусом. Он предложил создать республиканский фонд, куда бы граждане рядовые и также предприниматели могли перечислять деньги. Подобные фонды должны появиться во всех областных центрах и также городах республиканского значения. После призыва Ельбасы сегодня некоторые крупнейшие бизнесмены страны начали перечислять деньги. В их числе Тимур Кулебаев и Кайрат Борамбаев. Они выделили по миллиарду тенге, в долларах это свыше 2 миллионов. Ернур, а так ли все плохо с экономикой в стране, раз государство просит помощи у граждан? И что с республиканским бюджетом? Да, Шавкат, из-за чрезвычайного положения и падения цен на нефть республиканский бюджет не досчитается круглую сумму. В связи с этим власти намерены оптимизировать расходы и продолжают заявлять, что финансовые резервы в стране в порядке, их вполне достаточно. Это в очередной раз сегодня сказал министр юстиции страны. Предлагаю послушать его речь. Если в условиях, когда снизятся налоговые поступления и будет меньше доходов бюджета, потребуется определенный секвестр, запасы, в том числе финансовые резервы, они достаточные, и мы уверены, что наш госаппарат и государственные служащие, они справятся с той задачей, которая на них возлагается. Помимо денежной помощи, Нурсултан Назарбаев призвал бизнесменов не увольнять своих работников, сохранить их и также выплачивать им своевременно зарплату, даже несмотря на то, что они в вынужденном отпуске, либо работают дистанционно. Ернур, спасибо тебе, всего доброго. В Алматы обнаружены 10 очагов коронавируса в 5 районах. Несколько домов изолированы. Все жильцы будут находиться в карантине 2 недели. А в Нур-Султане 5-звездочную гостиницу переоборудуют под госпиталь. Шолпан Разбекова с подробностями.
Вот так сейчас живут люди на карантине. Несколько алматинских домов изолированы из обнаруженного зараженного коронавирусом жильца. Домашний карантин для них продлится как минимум 2 недели. И сколько вам сказали, вы сидеть так будете? 2 недели сказали. Ну, в магазин при этом пускают. Ну да, а как это? А не слышали, сколько у вас зараженных? Нет. Накануне в Алматы был изолирован только один жилой комплекс. Минувшей ночью закрыли на карантин еще 3 соседних дома. Сегодня стало известно, что в таких же условиях теперь находятся несколько многоэтажек и в других районах мегаполиса. По результатам эпидемиологического расследования на территории города Алматы выявлено 10 очагов COVID-19. Это Алмалинский район 3 дома, Медеусский 3, Турксибский 2, Джетесусский 1 дом, в Алатауском районе 1 дом. Однако, где именно находятся эти очаги заражения, алматинские чиновники не озвучивают. В таком же неведении находятся и жители изолированных домов. Да, вас пустят с карантина? Через 2 недели. И продукты вы теперь сами сюда заказываете, да? Ну, пока да. Не знаю, обещали выпускать, я не знаю, правда. А кто из жильцов заражен? Сколько людей, не говорили? Нет, я не знаю. Ничего не сказали. Нет. Это вам родственники сейчас еду приносят, да? Тем временем в Алматы сплотились волонтеры. Они помогают тем людям, которым во время карантина надеяться не на кого. Благодаря добровольцам за последние 5 дней помощь получили около 200 семей Алматинской области. Очень много людей пишут: я в области, жена осталась в городе на съемной квартире, я там работал, и не могу приехать, у жены дома ничего нет. Пожалуйста, хотя бы памперсы привезите. Родственники все в области. Вот как быть этим людям? Для меня это самая большая боль. Вся область, она осталась без помощи. Вот все, что закрыли, они все без работы, они все на съемах, они все в кредитах. В Нур-Султане люди также стараются помочь друг другу. Здесь волонтеры раздают маски, которые в аптеках найти очень сложно. Между тем, в Нур-Султане власти Казахстана решили переоборудовать бывшую элитную гостиницу, оно уже было временным зданием полиции, в городскую больницу. Мой столичный коллега попытался выяснить, каких именно больных здесь намерены лечить. Один из знаменитых объектов столицы – Рамада Плаза. В свое время здесь останавливались лидеры многих зарубежных стран. С недавних пор 5-звездочная гостиница пустует. Теперь власти намерены переоборудовать ее в больницу. Размещать здесь будут тех, кто хоть как-то контактировал с зараженными. Здесь, во-первых, зараженных коронавирусом лежать не будет, потому что здесь это не стационар. Здесь будут находиться люди, которые на карантине. Здесь до 1000 мест готовим сейчас. 150 медицинских работников будут работать. Как известно, в Казахстане уже подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом. 22 случая в Алматы, 25 в Нур-Султане, а сегодня 2 случая в Караганде. Шолпан Уразбекова, Павел Энгельгард, Ернур Душанов и Ганизат Оспанов. В настоящее время Азия, Казахстан. Таджикистан закрыл воздушное пространство для международных пассажирских перевозок, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса. При этом внутри страны мечети, которые были закрыты с 5 марта, сегодня вновь открыли двери. Соревнования по народной борьбе и скачки в дни Навруза так и не отменили. А в парках столицы толпы людей. Анна Шерванарипов все это вам покажет. Пятница – последний рабочий день перед продолжительными каникулами на Навруз. С завтрашнего дня вся страна будет отдыхать 6 дней, а школьники целых 10. Но уже сегодня в парках не протолкнуться от толп отдыхающих. Развлекаются студенты, школьники и родители с маленькими детьми. Маски почти никто не носит. На Навруз в Таджикистане проводится несколько традиционных спортивных соревнований, в том числе и чемпионат по народной борьбе «Гуштин». Это самый популярный среди мужского населения страны вид спорта. В этом году, несмотря на угрозу распространения коронавируса и рекомендации ВОЗ, состязания отменять не стали, только перенесли из закрытого стадиона на открытый. Очень рад, что пришел. Соревнование проходит интересно. Племянник и брат позвонили и сказали, что перенесли место проведения соревнований на открытую площадку. Из-за болезни в небольшом помещении манежа решили не проводить. Мы же на свежем воздухе, и погода благоприятная для соревнования. Случаев заражения в стране пока нет. Власти решили, нет смысла в каких-либо ограничениях. Сегодня мечети страны, закрытые 2 недели назад, полны молящимися. В Таджикистане вирус так и не обнаружили, несмотря на то, что у соседей уже есть заболевшие. У нас с этим все хорошо. На выходных в Худжанде пройдет праздничный концерт, в котором участвуют 11 тысяч человек. Посмотреть действо придут десятки тысяч. Накануне ВОЗ предупредили власти Таджикистана, что массовые мероприятия могут привести к распространению инфекционных заболеваний. Но, видимо, предупреждения не было услышано. Деньги-то на концерт потрачены были немалые.
Анушер Вунарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Итак, сегодня Таджикистан закрывает свое воздушное пространство для международных пассажирских авиарейсов. В московских аэропортах тысячи мигрантов пытаются улететь на родину, рассказывает Муса Казаков. Хотят знать, как получить свои деньги. Никак нельзя, это форс-мажорное обстоятельство. Никто не почему как не можно? Потому что официально признано форс-мажорным обстоятельством. Эти люди не могут улететь на родину. По приезду в аэропорт им сказали, что рейс отменен и деньги им никто не вернет. Форс-мажор. И такая ситуация во всех аэропортах Москвы. Кому-то есть куда вернуться, а кто-то летел через Москву транзитом. И как дальше быть, не имеет никакого представления. Зафарджон уже 4 дня ночует в аэропортах столицы. Он летел из Санкт-Петербурга с пересадкой в Москве. Мужчина убежден, проблема в том, что он купил билеты до подорожания. И авиакомпания предпочла заработать на высоких ценах за его счет. Мы купили за 25 тысяч, за 26 тысяч, короче. Они потом поднимали цену по 40, по 46, по 38, такой они поднимали. Они видели, что мы меньше купили, да, они сразу отменили наш рейс и дали по 30, по 36, они продали. Талиб Джон, в свою очередь, летел транзитом из Екатеринбурга, той же авиакомпании Самани Эйр, и оказался в той же ситуации, что и земляк. Жалуются, что никакой поддержки от авиакомпании застрявшие не получают, несмотря на то, что все происходящее вина именно Самани Эйр. Помимо всего прочего, людям надо питаться, а средства подходят к концу. 4-й день просто сидим на столе, голодные. Голодные, никто не кормит, никто не скажет даже, откуда вы, что вы здесь делаете. Там есть представитель Таджикистана из Сумен Айра. Они вообще не знают, что говорят. Ну, вы сами как-нибудь разберитесь. Но и те, кто заплатил втридорога, так и не смогли улететь даже за день до официального закрытия воздушного пространства Таджикистана. С чем это связано, никто внятно объяснить не может. Авиакомпании недоступны, и лишь только справочные аэропорты исправно работают. Алло, здравствуйте, девушка. А не подскажете вот по рейсам в Таджикистан? Какая сейчас ситуация? Рейсы отменены из нашего аэропорта. Ага, просто люди там по 4 дня уже сидят, никак улететь не могут. Вот. Ну, потому что границы закрываются. Но им надо в посольство обращаться уже. Если границы закрыли, только через посольство писать заявление. И их будут переправлять на родину. На данный момент официальных комментариев от посольства Таджикистана в России нет. Что делать и как быть простому мигранту, остается только гадать. Муса Казаков, специально для программы «Настоящее время Азия», Россия, Москва. А в Кыргызстане 3 новых случая заражения коронавирусом. Заболевание диагностировано у 3 пожилых женщин. Пока в стране официально 6 заболевших. В 2 районах Ошской и Джалабадской областей введены локальные режимы ЧС. Дарья Тимофеева продолжит. Новые заболевшие коронавирусом вернулись в Кыргызстан еще 12 числа. По словам врачей, болезнь протекала бессимптомно, вирус выявили с помощью теста. На борту вместе с женщинами находились 282 человека. Сейчас их всех пытаются найти. Самому молодому из 6 заболевших в стране 42 года, остальные в повышенной группе риска. Они старше 60. По заявлениям Минздрава, их состояние не тяжелое. В 2 районах страны введены режимы ЧС. На въездах выставлены блокпосты. Проводится дезинфекция улиц, раздают средства защиты. Закрыты несколько рынков, введены ограничения на собрания. В южной столице Аше приостановили работу общественного транспорта. Конечно, источник был. Источником заражения был Китай. В Корее вирус разнесся из-за одного человека, который не соблюдал условия карантина. В нашей стране пока никто не нарушил условия карантина. У Минздрава имеются разные сценарии развития, и ведомство готовится к ним. Прогнозировать ситуацию сложно. Ряд новых мер приняты и на республиканском уровне. Так отменены все международные рейсы в Кыргызстан, за исключением 3 из России. Добраться до Бишкека и Аша теперь можно только из Новосибирска и Москвы раз в неделю. Премьер-министр пообещал вернуть на родину всех граждан, кто застрял за границей. В правительстве прогнозируют отрицательный рост экономики Кыргызстана. Помощь в борьбе с коронавирусом в стране призывают оказать и простых граждан. Открыт спецсчет для пожертвований. Уже собрали больше 2 миллионов сомов, обещают все потратить на нужды Минздрава. Антикризисную программу мы подписали еще 7 числа. Там мы учли и коронавирус, и закрытие границ, и недопоступление налогов. Теперь мы должны туда включить тот момент, что коронавирус выявлен и в Кыргызстане, и нестабильность на валютном рынке.
Всего в Кыргызстане 410 человек находятся в обсервации, на домашнем карантине еще 1251. Накануне забыть на время о коронавирусе в стране многих заставило резкое падение национальной валюты. Сом подешевел за день на 16% по отношению к доллару. Нацбанк, по словам валютчиков, вчера его продавал по 84 сома. Сегодня официальный курс вернулся к 73. Глава финансового регулятора оправдывает происходящее в стране нестабильностью на внешних рынках и психологическими факторами. Власти Туркменистана закрыли въезд и выезд из Ашхабада. В город пускают лишь при наличии прописки и спецразрешения. Передвижение между регионами также ограничено. Эти меры приняты из-за ситуации с пандемией коронавируса. Корреспонденты радио «Азатлык» сообщают, что доступ закрыт на неопределенное время. На авиарейс до Шогус-Ашхабад пустили только жители столицы. В регионах накануне провели экстренные совещания, на которых объявили о закрытии региональных трасс с сегодняшнего дня. Власти Туркменистана по-прежнему сообщают, что случаев заражения коронавирусом внутри страны не зафиксировано, но подтвердить или опровергнуть эту информацию пока не представляется возможным. Наиболее уязвимыми странами перед пандемией коронавируса, по мнению ВОЗ, являются страны, где не развита система здравоохранения. В их число входит и Афганистан. Там зарегистрировано 22 инфицированных. Руководство Афганистана объявило чрезвычайное положение. Однако большая часть населения угрозу всерьез не воспринимает. Подробности в сюжете нашего специального корреспондента в Кабуле Лизы Карими. Общее число инфицированных в Афганистане на сегодня составляет 22 человека. Большинство зараженных зафиксированы в провинциях, граничащих с Ираном. Многие инфицированные как раз недавно вернулись оттуда. Ситуация ухудшается и с тем, что за последние несколько недель, по различным данным, на родину вернулись около 30 тысяч выходцев из Афганистана. В связи с растущей угрозой вируса президент Афганистана объявил в стране чрезвычайное положение. Мероприятия в честь праздника Навруз отменены. В школах объявлены каникулы. Спортивные комплексы закрыты. А верующим рекомендовано воздержаться от участия в поминальных богослужениях в мечетях. Президент Ашраф Гани перевел госслужащих в возрасте от 58 до 65 лет, как входящим в группе риска, работать из дома. Это также касается беременных женщин госслужащих. Главная проблема сейчас в том, что население подвержено разного рода предрассудкам. Одни считают, что коронавирусом болеют исключительно люди китайской национальности. Мы пытаемся через проповеди в мечети донести до граждан, что коронавирусом могут заразиться все. Вопросами профилактики в борьбе с коронавирусом сейчас занята независимая комиссия по делам административных реформ и гражданской службы. Однако эффективность работы этого органа вызывает много вопросов. Большинство населения страны должным образом не осведомлены о реальной угрозе, которую предоставляет для людей коронавирус. Даже жители окраин столицы COVID-19 всерьез не воспринимают. Коронавирус касается Китая. Нам, афганцам, он не навредит. Слышал, что появился коронавирус. Я лично не боюсь. Если Бог меня не убьет, то этот вирус мне никак не сможет навредить. В Кабуле тем временем с каждым днем становится все больше людей, носящих защитные маски. Это в основном образованная молодежь, которая получает информацию из различных интернет-ресурсов. Хотел бы посоветовать отнестись к коронавирусу со всей серьезностью. Нам почаще надо использовать защитные средства, избегать мест большого скопления людей. Нам надо готовиться к эпидемии, поэтому я стал чаще мыть руки. Так как работаю в сфере документооборота, к нам поступают много бумаг из регионов. На работе пользуюсь санитайзером. В Кабуле тем временем к приему первых больных COVID-19 уже готовы. В столичной больнице подготовили специальные палаты. Сейчас в наших палатах находится 4 человека, которые сами пришли и пожелали быть в карантине. У них взяты пробы крови. Результаты анализов будут ясны чуть позже. Если их диагноз подтвердится, то мы переместим их в другие палаты. Если нет, то мы их отпустим домой. Между тем, по мере увеличения числа инфицированных и ужесточения защитных мер властями, среди населения в городах нарастает обеспокоенность. В городах страны люди начали скупать продукты питания. Из-за скачки спроса на продовольствие в регионах страны наблюдается рост цен. По данным властей, на рынках наблюдается спекуляция. Лиза Карими специально для телеканала «Настоящее время», Кабул, Афганистан. Вы смотрите программу «Азия». 14 лет назад, 21 марта, было объявлено Международным днем человека с синдромом Дауна. В преддверии этой даты Джазгуль Гембердиева собрала реальные истории солнечных детей из стран Центральной Азии. Все они разные, но проблемы у них очень похожи.
У обычного человека 46 хромосом. При синдроме Дауна появляется дополнительная, 47-я. Наука до сих пор не может объяснить, почему это происходит. Современная медицина вообще против того, чтобы называть это болезнью. Приветствуется определение «особенный человек». У кыргызстанки Гузаль Мусапаровой сын с синдромом Дауна. Мальчику 4 года. Он ходит и развивается почти как все его сверстники, но пока не умеет говорить. Только родившись, малыш перенес операцию на желудок, а потом были проблемы с маленьким сердечком. 2 года назад его чуть не потеряли из-за сложной формы пневмонии. Ребенок еще после операции, сама после кесарево сечения, после родовой депрессии, да, и в этот момент еще и такое услышать для меня было очень сильным стрессом. Я потерялась. А ведь такие малыши не заразны, они отлично обучаемы и способны развиваться. Им только нужно больше внимания и терпения. Такую информацию и психологическую поддержку Гузаль нашла в общественном фонде «Сантера», где объединились такие же мамы, как и она. Сейчас ее сын Аймар ходит в совершенно обычный садик. Правда, искали его долго. Руководство этих садиков просто говорили, что они не готовы работать с такими детьми. Некоторые садики просто говорили: мы боимся. От государства семья ежемесячно получает пособие в 4000 сомов. Это чуть больше $50. А на содержание ребенка в месяц уходит в 10 раз больше, более $500. Проблемы с социализацией и мизерные пособия хорошо знакомы и таджикистанским семьям, где растут солнечные дети. Об этом рассказала Тахмина. У нее тоже солнечный сын. Ему 8. В последние годы они живут в Лондоне. Тахмина создала фонд «Другой взгляд», помогающий своим солнечным соотечественникам. Из-за плохой информированности таджикистанского общества страдают дети, говорит она. Если он идет в это общество, то общество смеется над ребенком, хорошо его не воспринимает, и им больно от этого. А второй вариант, это, конечно, это когда родители стесняются этого ребенка. Тахмина понимает, что возможности Европы и Таджикистана в плане оказания медицинской помощи и социальной поддержки солнечным людям как небо и земля. Насте сейчас 14 лет. У нее тоже синдром Дауна. Живет в столице Казахстана. Рисование могу заняться, когда мама захочет, и могу подойти, помочь. Воду могу поменять. Помогу маме своей. За плечами работа спецпедагогов по развитию мышления, умения говорить. А регулярные медобследования продолжаются и сейчас. Сложно оценивать, да, сколько ты тратишь на такого ребенка. Но понятное дело, что на такого ребенка уходит намного больше. Здесь болит сердце, да, делаешь операцию на сердце, но также и подкачали почки, и подкачала печень, и все вместе. Постоянные посещения врачей. В развитии особенных детей в Казахстане большую помощь тоже оказывают неправительственные спеццентры. Госпособий и соцподдержки хватает не всем. Допустим, если взять республиканский центр, который республиканский, да, то мы там были всего 2 раза за 14 лет. Не потому что государство не захотело, а потому что очередь очень большая. Истории солнечных людей в Центральной Азии, конечно же, разные, но проблемы их очень схожие, и мечты, кстати, тоже. Каждая мама особенного ребенка желает, чтобы он стал самодостаточным и свободным от стигм и нетерпимости со стороны общества. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами в понедельник. Я желаю вам всего доброго. До встречи. Сотни служителей православной церкви подверглись преследованиям советских властей после присоединения Бессарабии к СССР в 1940 году. Как звучали пастушьи дудочки, о чем шутили молдаване прошлого века и какие песни пели. Фольклорное достояние Молдовы. Получилось, что у меня вот с 19 числа я каждый день отправляла по 2 200. У одного было 12, у другого 9 пуль. Они не успели даже проснуться.
Реально пацанам надо сказать, что надо идти. Ты их не заставишь. Потому что реально понимаешь, что эти люди могут умереть.